Серые зарплаты или зарплаты в конвертах – главный признак теневой экономики. Выйти из сумрака предпринимателей побуждают давно, однако не все прислушиваются. На тропу войны с нерадивыми работодателями Госинспекция труда выходит регулярно, устраивая внеплановые проверки предприятий и стройобъектов. На сегодняшний день плановые проверки у нас приостановлены в связи с ограничительными мерами, введенными правительством Российской Федерации. Но для проведения внеплановых проверок в таких случаях мы мониторим и СМИ, и интернет, и к нам, и в принципе, с каждым днем все больше и больше и работников обращается за защитой трудовых прав. Теневики никак не участвуют в формировании бюджета ни на федеральном, ни на региональном уровне. Согласно статистике, более 15 миллионов россиян нигде не работают. На самом деле не все эти граждане безработные. Многие из них постоянно трудятся, но без оформления договора. Человек должен быть оформлен, трудовые отношения должны быть оформлены. За работника работодатель в соответствии с действующим законодательством должен выплачивать страховые взносы, как для обязательного пенсионного страхования, также и обязательного социального страхования. Вот почему мы отмечаем всегда, что вопрос легализации трудовых отношений, он важен именно для самого работника в первую очередь. Конечно, работодатель в этом не заинтересован, он несет больше расходов и поэтому находит определенные схемы ухода от этого. То это получается практически согласие самого работника. Выйти из тени рано или поздно придется всем нечестивым на руку коммерсантам, а работники, чьи права были нарушены, имеют право обратиться в инспекцию труда. При этом ни имен, ни явок наниматель знать не будет. Очень много возможностей для того, чтобы обратиться в инспекцию. Это и сайт, и электронный адрес, и онлайн-инспекция, и специальные сервисы, через которых можно обратиться, в том числе и по почте. Сегодня, в принципе, каждый у нас пользуется и смартфоном и может в любое время к нам обратиться. Главное преимущество зарплаты в конверте – экономия 13% налога на доход физического лица. При этом недостатков куда больше. В частности, такой работник лишается расчетного пенсионного капитала для назначения страховой пенсии, возмещения в полном объеме вреда, полученного на рабочем месте, оплаты больничных, отпусков и командировочных. Тамара Хшагулигова, Адам Далаков, Новости 24.